А сейчас материал из давно забытой рубрики «Дорогая редакция». Группа сыктывкарских ветеранов прислала нам письмо с просьбой обратить внимание на 2 деревянных дома. Расположились они на одной из старейших улиц Сыктывкара – Советской. Причем сами авторы жителями построек не являются. Что их смутило, разбиралась Александра Головина. Письма в нашу редакцию теперь приходят нечасто. Оно и понятно, куда проще зайти в интернет и отправить сообщение в 1 клик. Но есть еще среди зрителей Юргена те, кто старую добрую почту предпочитает. Свои контакты адресанты не оставили, только скромно подписали «Ветераны Сыктывкара». Мы, группа пенсионеров, обращаемся к вам и жителям города. Подходя к библиотеке, постоянно видим некрасивое деревянное здание. Мы видим там невысокий дом или общественный сквер. Об этой улице, судя по всему, и идет речь в письме. Советская, исторический центр города. Здесь что не дом, то культурный объект. 2 деревянных дома, возможно, действительно выбиваются из общей концепции, но аварийными не являются, заверили нас в городской администрации. Хотя в целом по городу, конечно, таковых хватает. Рассредоточение деревянных домов, оно по всему городу, да, и что лесозавод, что центр города, что строитель, грубо говоря, везде есть деревянные дома, точечно, пускай уже, да, но тем не менее они в любом случае не являются, скажем так, украшением города, они не становятся лучше, их характеристики не улучшаются, они только ветшают в связи с тем, что, это же все строилось как временное жилье. Если за 2 последних года статус аварийных получили только 109 домов, то за 6 месяцев 21-го в стадии признания или уже признаны больше 300. И почти столько же остается на второе полугодие. Процесс идет активно, но источников, сил, а главное местного бюджета на все точно не хватит. Большие надежды на федеральную госпрограмму, но это в перспективе, работы сейчас хватает. Этот печально известный дом горожане просили снести уже давно. Внешний вид его действительно вызывает опасения. При этом располагается он практически в центральной части города. Здесь пересечение улиц Орджоникидзе и Карла Маркса. И вот строение, наконец, признали аварийным, а жильцов планируют расселить уже к концу этого года. Сейчас сносу подлежат все дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Пока сложно представить, но этих деревяшек на Карла Маркса здесь не будет уже в следующем году. Жильцы готовятся к переезду. В рамках жилищного кодекса администрация имеет право предлагать таким гражданам, которых жилье признано аварийным, маневренный фонд до момента их расселения. Так как после признания дома аварийным и включения его в новую программу сноса проходит достаточно большой период времени, поэтому граждане в любое время могут претендовать на маневренный фонд. Маневренный фонд администрация Сыктывкара предлагает всем жителям аварийных построек. В случае отказа граждане сами несут ответственность за свое здоровье. Проживать в строении с высоким процентом износа и критическими нарушениями может быть просто опасно для жизни. Александра Головина, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.